Я не знаю, как это объяснить. Человек всегда, во все времена тоскует по утерянному раю. Даже если он себе в этом не признается. На какое-то мгновение вроде как получает удовлетворение, успокаиваться, но это очень быстро заканчивается. Потом опять начинается тоска. И это нормально для человека, потому что все мы ищем рай, ищем Бога в нем, Отца. И когда мы вот это дуновение рая ощущаем на себе, мы уже не можем это забыть. Нас к этому тянет все время, как магнит. Свято-Никольский Рыльский монастырь в Курской области. До сопредельной Сумской напрямую километров 30. Звуки взрывов вплетаются в мерное молитвенное пение. Соседний Горнальский мужской монастырь разорен и поруган. Почти полностью разрушены Вознесенская часовня, церковь иконы Божьей Матери Знамения. Обстрелами повреждены еще 12 храмов Курской епархии, в том числе и Рождества Христова. Ни один снаряд не упал за это время на одну из старейших в России Рыльскую обитель святого Николая Чудотворца. Ни на один день здесь не прерывались молитвы о мире и спасении Отечества. Монахи и прихожане собирают посылки с гуманитарной помощью. Бойцы заезжают, чтобы получить благословение и помолиться на могиле старца Ипполита, которого и спустя десятилетия после его смерти почитают чудотворцем, целителем и провидцем. В это тяжелое, сложное время, которое сейчас в стране, ну и у нас со всех, мы приехали помолиться и попросить помощи. Надеемся, что отец Ипполит нас обязательно услышит и поможет нам в этих трудных условиях, которые сейчас нам приходится переживать. Отец Ипполит был наш духовный отец. Он учил нас любить всех. Лучше всего становится понятно, что такое любовь, когда начинаешь молиться за наших воинов, за наш народ, за нашу страну, за то, чтобы стать крепко и духовными, и телесными ногами, чтобы можно было идти уверенно вперед. Ну, а для этого мы должны прежде всего побороть грех, который всегда пытается человека оторвать от Бога и соединить с лукавым. Когда начинается такая молитва, то это настоящее сражение, потому что на самом деле все сражения внешние, они начинаются прежде всего в духовной сфере. Ободи Господь Бог во царствие Твое, всегда ныне пресно, и во веки веков. Батюшка Ипполит – уроженец Курской земли. 17 лет служил экономом русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, сохраняя для России это уникальное духовное, культурно-историческое явление в Греции. Вернулся на родину уже старцем и стал восстанавливать, возрождать разрушенные храмы. Последние 11 лет жизни архимандрит Ипполит Халин посвятил Никольскому монастырю в городе Рыльске. Рыльский Николаевский монастырь – это были руины буквально. Потом был направлен сюда, первым настоятелем этого монастыря. И ему пришлось нести очень серьезные, ответственные, тяжелые труды по восстановлению этой обители, где на первых порах ничего не было. Не было ни людей, не было никаких совершенно условий, ни материальных средств, ни продуктов питания. Приехали, идем. Там очень много зданий, много храмов стояло. И все храмы прострелены были. Там же Курская дуга была. Такие большие дыры были в этих кирпичах. Я говорю, Боже мой, какая же здесь была война сильная. Вот такие дыры были, вот такие большие были. Постепенно, если Бог благословит, значит, постепенно будет. Мы сделали немного, вот построили вот стены немножко. А теперь, кажется, возродить нужно нам крыши, сохранить вот это крыши. Батюшка, конечно, был Царством Небесным, уникальным человеком. Под его только руководством это все поднялось. Вы знаете, я слышал такое, что это место прелюбовали протестанты и хотели как-то это место забрать. И отец Ипполит здесь основал как бы заново сначала монашескую жизнь
И потихоньку здесь все начало возрождаться. Сейчас это трудно представить. Сейчас, конечно, монастырь, если не восстановлен полностью, то все-таки он в значительной степени приукрашен. Сейчас даже трудно описать степень разрушения. Не было ограды монастыря. Ограда была разрушена. Ворот как таковых тоже не было. Они состояло какое-то подобие ворот. В общем-то, в более-менее приличном виде была только колокольня. Колокольня и маленький домик. Вот белым побеленным домиком это была сторожка возле колокольни. Все остальные здания, выщербленный кирпич, полуразрушенная крыша, такой упадок, который можно было видеть только в фильмах про беспризорников. Как коэффициент полезного действия. Бери больше, просто дальше, чтобы несколько перебросок не было. Трудно было тогда представить, что будут какие-то нестроения между Россией и Украиной. Это невозможно было в 1992 году представить. Но батюшка говорил, что придут монахи. Когда я лично его спросил, у нас 5 скитов. И тогда они начинали строиться. Я спросил: батюшка, зачем нам столько скитов, если у нас нет монахов даже в монастыре? Их тем более не хватает на скиты. Он говорит: монахи придут. А откуда, батюшка? Придут с Украины. Я говорю: неужели там будет так плохо? Он говорит: ну да. Я отец Сергий, священник с Украины, Анисимов, Сумской области. Господь привел меня в этот Свято-Никольский Рыльский монастырь в 2001 году. По дороге сюда у меня открылось кровотечение внутреннее. Ощущение у меня было, как будто у меня здесь в груди пробито трубой. И как идет сквозняк такой. На территорию монастыря я пришел и встретил батюшку. Батюшка говорит: успел приехать. И взял, положил мне на грудь руку. И я услышал, как в груди вот это отверстие как затянулось. Я у него спрашивал: батюшка, что это было? Он говорит: это как исходил бес. То есть очищение было такое. А вы здесь остались с 2001 года, и вы занимаетесь... Я уезжал на Украину, а сейчас хочу переехать вместе с семьей. Желание есть такое, если воля Божья будет. Получается, батюшка всех собирает, как кокош, в свое гнездо. Придет время, что будем много брать, и будем расчищать, это, все это обновлять. Так что подходим от старого опять, от чего пришли, к тому пришли. Это к старому опять подходим, все, кажется, это, да. Тенденция такая, что мы видим, вполне возможно это исполнится, потому что практически все благословения и батюшки, которые мы слышали, они все сбываются. Поэтому, возможно, сбудется и это. Таких очень ярких пророчеств, о которых можно было бы сказать и подчеркнуть, таких не было. Все говорилось тихонечко, между прочим. Но когда это было направлено к сердцу человека, то эти слова, эти нужные в данный момент слова, они врачевали сердце. Они восстанавливали в душе мир. Кто-то сказал, когда попробуешь апельсин, потом трудно все время картошку кушать. А Рыльск давал это попробовать. Этот апельсин. То есть вот вкус рая, да, о котором мы говорили, и запах, и вкус. Земля таинственная, чудесная земля. Ну, это как же, вот сейчас такое, можно сказать, чудо. Вот мы здесь молимся. Ну, мы живем в приграничном районе, и происходят обстрелы, происходят над нами полеты беспилотников, рядом рвутся различные боеприпасы. И, слава Богу, монастырь это не затрагивает, по милости Божией, и мы чаем, что это молитва святителя Николая и тех монахов, которые подвязались в древности в этой обители, и, конечно же, батюшки Ипполита. Когда на меня было нападение, бесноватый человек напал на меня и душил. И я уже ничего не понимала, потому что потемнело в глазах, и я хрипела, и у меня были сломаны руки, я понимала, что уже конец настал. И единственное, что в мыслях и сердце я смогла сказать: батюшка, помоги. И этот человек, который нападал, он просто обмяк, он стал как вата, он упал, зарычал, просто сказал: поможет тебе твой Ипполит, он для меня очень сильный. И просто ушел в никуда. И таких вот случаев очень много было. И при жизни, и посмертных. В 2009 году девочка позвонила, она пошла на занятия, сказала, что у нее сильные головные боли. Врачи нам сказали, что они как бы не брались. Сказали, что если за месяц у девочки так прогрессируется, то не стоит оперировать. Я никогда не слышала об отце Ипполите прежде. Поехали мы в Рыльск.
на могилку старца Ипполита. Прям ее положили это головой, начали молиться за нее. И на сегодняшний день все у нас отлично. Я считаю, что это чудо. Источники находятся вот здесь недалеко, Николая Чудотворца. Мы поехали, конечно, там тоже попили водички, помолились. И думаю, чтобы сократить путь, мы сразу к выходу к монастырю поехать. Здесь все было во льду. Все белое, везде был лед. И вот в этом месте проваливаемся под лед. И у нас была паника, потому что выхода никакого не вижу. Двери не открываются. В один момент мы все начали кричать: «Батюшка, помоги!» Завожу машину, ставлю скорость, и происходит такое чудо, что я даже не ощущаю, что мотор ревет или что-то вот происходит, а понимаю, что машину кто-то поднимает, и вот такими его, как вот поднимает и выталкивает, выкидывает его, вталкивает. Вот именно вот подъем, толчок. Это невидимая сила была. Народ аплодировал, потому что, говорят, какой ты водитель? Да я какой водитель? Я ноль. Произошло реальное чудо. И, в принципе, народ, наверное, понял, что это было чудо. Яко подобает всякая слава, честь, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. В 1993 году я заболела микроинсультом. Болезнь была тяжелая. На третий день болезни явился ко мне в 9 часов батюшка Ипполит. Пришел ко мне, положил руку мне на голову, и мне стало так легко на душе, так радостно. Я почувствовала исцеление батюшкина. И мне стало лучше. Вот такое вот с нашим батюшком чудо. Батюшка у нас старчик. Я собрал огромное количество свидетельств его прижизненной и посмертной помощи. Море чудес совершил этот удивительный человек, которого народная молва сегодня называет Серафимом Саровским XX века. Они оба были уроженцы Курской земли. Батюшка Ипполит и батюшка Серафим. Оба удостаивались неоднократного явления Божьей Матери. И православно да поменяет Господь Бог от царствия целым пресного веки веков. Будущий рыльский старец родился в селе Субботино на светлой пасхальной неделе 18 апреля 1928 года в крестьянской семье Ивана и Евдокии Халиных. Его нарекли Сергеем. Самый младший, 8-й ребенок в семье, был слишком мал, чтобы отправиться на фронт. Старшие братья погибли в боях. По окончании школы учился на литейщика, окончил педучилище. А еще в послевоенное время Сергей Халин дослужился до командира отделения зенитных пулеметчиков. По возвращении из армии в 1957 году неожиданно для родителей поступил послушником в знаменитую своими старцами Глинскую пустынь, расположенную в Сумской области Украины. Я, когда уходил, из дома, поцеловал свою калиточку и ушел. Больше я уже дома своего не видел. Дом его был, это обитель Глинской пустыни. У него был духовник, его отец Андроник Лукаш, ныне просто великий святый в чине преподобных. Вы знаете, очень много тайн он нес с собой. Он был немногословен. В Глинской пустыне Сергей заболел крупозным воспалением легких. Старец, схиегумен Андроник Лукаш 3 суток молился над умирающим послушником. И произошло чудо. Болезнь отступила. После закрытия Хрущевым Глинской пустыни Сергей Халин перешел в Псково-Печерский монастырь, где 12 февраля 1959 года принял постриг с именем Ипполит. Когда он лежал в Курчатове, я его навещал в больнице. Много мы пытались у него узнать о его жизни в Псково-Печерском монастыре, привозили фотографии. Но он очень все так, никогда он о себе не говорил. Поэтому очень все скудно. Можно сказать, о его жизни он, как, наверное, истинный монах, он не раскрывался, боялся вот этого тщеславия, поэтому был очень скромен. Отец Ипполит — это была великая тайна. Он никогда не открывался никому, и его распорядок дня суточный никто не мог знать. Я хочу сказать то, что ночью он молился, я не знаю, как царь Давид. Вот его келья, вот он келья, 2-й этаж, 3 окошечка его.
Это мы ходили к нему, он нас приводил в коридорчик, он сам любил садиться на плетеное креслице и слушать наши проблемы все. Понимаете, он нас утешал, он своим видом у нас умиротворял, скажем так, и помогал нам. И молитвой, и словом, и делом. Он всегда пребывал в молитве. Он даже с нами разговаривал, всегда молился. Батюшка жил на 2-м этаже бывшего архимандритского корпуса. И для того, чтобы пройти к нему, поднимались по скрипучей лестнице. Некрашенная скрипучая дверь, которая открылась на наш стук. И здесь для нас засияло солнце. Мы входим в игуменский корпус и поднимаемся на незабвенный 2-й этаж. И здесь, в предбаннике в этом, практически все сохранилось так же, как и при жизни старца. Батюшка принимал многочисленных паломников. Ничего особенного они от старца не слышали, буквально 2-3 слова. «Молись, смиряйся, спаси Господи», и, может быть, какие-то еще песни и стихи. И выходили из его кельи утешенные и исцеленные. За год до его кончины мне удалось записать на магнитофон часовую беседу с ним в палате Рыльской больницы. Эта запись уникальна. Больше аудиозаписей со старцем не сохранилось. И вы пели эту песню на Афоне, да? Вы тосковали, вы тосковали. Да. И с поднявши, я как снежеланный, слышу крик журавлей летающих. Да что же жизнь, если там же выйдешь на берегу моря, вон, летом, никого нет, выразимся, камни там волны, шумят и там купаются, и так далее. Да. Там же с пустыни, и все вспоминаешь о родине. Да. Афон, или автономное монашеское государство Святой Горы. Это сообщество 20 православных монастырей, расположенное на полуострове Халкидики. В 20 веке русское монашество на греческом Афоне могло прекратить свое существование. До революции 17 года Пантелеймонов монастырь населяло до 2000 иноков, а в конце 50-х осталось лишь несколько стариков. На протяжении 1000 лет эта обитель являлась хранительницей русской православной традиции вдали от России. Но с 1917 и до конца Второй мировой войны из монастыря в Россию не поступало невесточки. В 1966 году впервые из Советского Союза на Святую Гору отправилось долгожданное пополнение – 3 монахов из Псково-Печерского монастыря. В их числе был молодой иеромонах Ипполит. Днем он ворочал камни и бревна, по ночам совершал богослужения на греческом языке, исповедовался старцу Арсению Пещернику, греку, который говорил на русском языке. Греки поначалу приняли новоприбывших из СССР настороженно, но позже прониклись к ним искренней любовью и даже избрали отца Ипполита членом священного кинота, верховного органа, управляющего горой Афон. Иеромонах Ипполит стал экономом русского монастыря во имя целителя Пантелеимона. За 30 лет до него эту должность занимал Силуан Афонский. Отец Ипполит жил в его келье и имел при себе его ключи. В те годы Силуан еще не был канонизирован, и некоторые монахи, сомневаясь в его святости, хотели спрятать его череп в недоступном месте, чтобы прекратить начавшееся почитание русского старца. Отец Ипполит воспрепятствовал этому и сохранил мощи своего предшественника, честную главу святого Силуана, которого ныне глубоко почитает весь православный мир. Святой Силуан имел дар любви ко всем людям. Он молился за все человечество, даже о страдающих в аду. Этим духом вселенской, всеобъемлющей любви проникся будущий старец Ипполит. Изучив и приняв в себя традицию афонской молитвы, исихазм или умную молитву, отец Ипполит все 17 лет на Афоне сохранял в себе дух русского иночества. И этот уникальный духовный синтез трудно описать или объяснить мирскому человеку. Его могут только почувствовать те, кто сам служил на Святой Горе. Идите в церковь, тут все, прошу.
Постепенно стали к нему приезжать люди и на его богослужения, которые вначале совершали в устроенных храмах, и появлялись помощники, которые помогали восстанавливать вот из руин вот эту вот обитель. Появились первые монашествующие, которых потом становилось больше. Появились и паломники, которые увидели в нем не рядового священника, не рядового монаха, а человек, который обладает духовными дарами и, самое главное, такой удивительной простотой. И как-то Рыльский монастырь нас всех по-хорошему усреднял. Те, кто находились в таком упадке жизненном, поднимались и тянулись вверх, а те, кто находился в прелести от собственной значимости, немножко спускался куда надо. Да. Жизнь в корне поменялась вообще. Потихонечку, незаметно каким-то образом. Вот. Вообще по-другому стало сейчас. И семья, и дети, и пацаны уже. Вот так все. Вот. Кстати, старшего Ипполит зовут у меня сына. Батюшка мне предсказал его рождение. Сзади подошел, так говорит, сын родится, Ипполитом будет. И есть даже люди, которым батюшка спас жизнь. Были такие, у которых были попытки суицида, и просто батюшки на одно слово меняло человека из ада, доставало и делало счастливым. Я искал старцев, потому что я прочитал книгу «Старец Силуан». Мне было очень интересно, есть ли сейчас такие старцы, действительно ли то, что описано в книге, можно мне лично встретить в этой жизни. И оказалось, что можно. Я первый раз увидел батюшку Ипполита. Это было огромное счастье. Для меня началась новая жизнь. Роман Архипов, ныне настоятель Рыльской Свято-Николаевской обители, впервые приехал сюда в лихие 90-е. Подумывал эмигрировать в Канаду, не было согласия в семье. Узнав о том, что в Рыльске живет афонский старец, решил обратиться к нему за советом. Я спросил: батюшка, мне сходиться с женой, восстанавливать семью или пойти в монахи? И батюшка говорит: знаешь, сходись с женой. Для меня было настолько неожиданно, как удар. То есть перейдена черта, назад дороги я не видел. И как я могу это сделать, я совершенно не представлял. Но если меня старец благословляет, я попробую. Я сделаю, как он скажет. Хотя последствия я просто не представляю. Батюшка засмеялся и говорит: монахи, конечно, монахи. То есть я понял, что он меня проверил. Он слышал мои мысли, и он просто проверил, как отреагирует моя душа, как отреагирует мое сердце. Матушка, расскажи, пожалуйста, ты же с батюшкой Ипполитом проводила много времени. О чем вы говорили? Я даже знаю, вы в прятки однажды играли. Это правда? Мы, значит, с батюшкой играем один раз в прятки там. За игуменским корпусом, где он жил, да? Да. И женщина одна вот так вот с большим огромным букетом пионов. За пионами ее не очень было видно. И вдруг она увидела батюшку и говорит: батюшка, я вас так люблю, аж бы расцеловала. А он вот так встал и говорит: ну, целуй. Что мне делать? Я говорю: батюшка, ну что делать? Все вас любят, все в вас влюбляются. Можно представить, и вот солнечное солнышко, ходячее на ножках, вот сплошная любовь. От него невозможно вот уйти без любви. В 95-м году впервые я с друзьями сюда приехал, и первое послушание, то есть работу, которую мы должны были сделать, как паломники монастыря с моими друзьями, раскапывать древнюю пещеру, в которой жили в древности монахи. То есть это один из самых первых пещерных монастырей России. И вот с нами вместе пошла сюда раскапывать эту пещеру женщина, учительница, ее звали Вера. И в тот момент, когда она вошла в пещеру, с ней стали происходить совершенно поразительные явления. Она стала подпрыгивать прям до потолка этой пещеры, глаза вращались, живот вибрировал и булькал, как вода в кипящем чайнике.
мы впервые столкнулись с таким явлением одержимости. Кричал так, что было слышно на Слободке в паре километров. Или, например, на Источнике Матери Божией у нас была девочка, одержима демоном таким очень сильным, мощным. Он кричал так, что было слышно в монастыре в тихую погоду. «Я всю свою жизнь со зверями сражался», признался батюшка перед смертью. Говоря об этом, он имел в виду нечистых духов, бесов, которые нападают на людей на всем протяжении истории человечества. Но, конечно, старец Ипполит помогал не только одержимым. Паломники спрашивали, где здесь батюшка, который лечит? Люди, приехавшие в его Никольский монастырь, поначалу не совсем понимали, куда попали, и продолжали вести себя, как привыкли в миру. Но постепенно, благодаря батюшкиному руководству и молитвам, прозревали. Яко подобайте всяко слава, честь, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Я слышала о этом монастыре давно. Я была в парикмахерской, и там была парикмахер. Я говорю: Люд, а как ты в монастырь попала? Я вообще не знала, что такое монастырь. Она говорит: а знаешь, у меня был выбор или на Канары поехать, или в монастырь. Я выбрала монастырь. Я помню, когда ты только приехал. Я тогда жил там в Рыльске. Да, ты и первый такой с кем я познакомился. У тебя были такие глаза. Как раз вот диплом получил, думаю, сейчас чуть-чуть отдохну, на море съезжу, с друзьями там в этот монастырь посмотрю, что там на экскурсию. Зашел. Я говорю: здрасте. Он говорит: здрасте. Я говорю: а можно с вами поговорить? Он говорит, посмотрел так на меня. Отец, на вычет. Сначала, а потом поговорим. А что такое вычет? Я говорю: ну вот сейчас вот туда заходи, в общем, узнаешь. Стою уже, все, уже мысли у меня, злюсь уже. Ну, пришли на вычет, взяли свечки, я ж такая гордая вся из себя. Стою. Главный бухгалтер. Да, стою со свечкой. И, представьте, значит, вой начинается. Вой. И я уже не знала, куда деваться. Вот она кричит: девочка, вот, ну, лет 19-20. Я всех людей убивала, я всех калечила, а тебя, старый, я не могу уничтожить. Другая навзничь падает. Тут вой начинается. Я уже стою, говорю: Господи, хотели подойти к девочке, говорят: не подходите, она сейчас отойдет. И вот это первый раз я увидела, что такое было вычет. Это вообще страх Божий. Я думаю, подставные. Думаю, разводят людей как могут, подставные, думаю. Думаю, ладно, завтра пойду на вычет, возьму перо, кому-нибудь в бок поставлю и посмотрю, какой. Вылечу быстро его, думаю, от беснования. Ну, перо, нож. Да. Ага. И в этот день со мной в Киле мариупольский жил парень. К нему приехала мама со своей соседкой. Смотрю, эта женщина, которая приехала с его матерью, тоже начала там бесноваться. И я тут опешил, думаю, ничего себе, ну она-то откуда поставила, только приехала, я сам встречал. Я задумался, что не просто так, это не шутки, это очень даже серьезно. Это поражает обычно людей неверующих. Они слышат какие-то нечеловеческие звуки, звуки животных, издаваемые человеком. Они видят, что зашел благообразный человек, совершенно современный, и вдруг он превращается непонятно в кого, издает какие-то непонятные звуки, ведет себя совершенно непонятно. И не похоже, что это психическая ненормальность. Как написано в Евангелии, исходила пена, он лежал без движения, потом вставал и был совершенно здоров, больше на читки не приезжал. И такое тоже бывало. Первым экзорцистом в христианстве был сам Иисус Христос. Он повелел своим ученикам-апостолам: «Болезни исцеляйте, бесов изгоняйте». Далеко не каждому священнику в наши дни дается благодать совершать особый чин изгнания нечистых духов, молебен о недужных, который батюшка называл вычетом. Молитвы для этого молебна составлены в IV веке святыми Иоанном Златоустом и Василием Великим. Поэтому и уходит хворь, а иногда и темная сила, приносящая одержимым невыносимые страдания. Я знала, что существует бес, дьявол, все это знаю, много читала, все. Но я видела это впервые. Конечно, я испугалась. А потом батюшка вычитывает, они его ругают. Бес кричит на него. Понимаешь, что? Думаю, ой, боже мой, куда мы попали? Всегда, когда кто-то мне говорит: я атеист или я там неверующий, я мечтаю, чтобы он попал на такой вычет. В одну секунду проходит весь атеизм. Я это просто помню на моих глазах. Неверующие превращались в верующими. Даже еще без встречи с отцом Ипполитом.
Ни с чем подобным я до этого не сталкивался. Как хорошо и спокойно. Думаю, какой интересный старик. И он мне, ну поживи у нас. Я остался, понаблюдал. Оказывается, никакого спектакля не было, все было настоящее. Всех с любовью принимал, всех. И вот эти глаза его, бездонные, вот эти голубые бездонные глаза. И, в общем, вот, глядя на него, я стал православным человеком. Это отмечали разные люди. Бывало такое, что глубокие батюшкины глаза, они как бы как светящаяся бездна, так порой становились такие, и от его рук, от его одежды бывало благоухание. Как вот бывает, благоухает иконы или святые мощи. Чтобы это скрыть, когда он видел, что кто-то обращает внимание, то батюшка пользовался одеколоном на себя, так сказать, немножечко побрызгать, на приходящего, чтобы как-то задушевать, скрыть. И представьте, я вот так поднимаю глаза, дедушка идет. Мы ехали к старцу, а мы думали, там дедушка Дед Мороз, а мы приезжали к старичку, родному отцу. И он выходит, и за ним монахи. Что со мной? Знаете, я не могу до сих пор понять. 20 лет прошло, я кидаюсь к нему, хватаю его за ноги вот так и кричу: я же к тебе ехала, чтобы тебя поблагодарить. Мне ничего не надо такого поблагодарить тебя. Тут меня поднимают, он говорит: пойдем, матушка, пойдем, потрапезничаем, а потом пообщаемся. Все. И я поняла, у меня будет все хорошо. И вот так сижу, и напротив так батюшки сидят. И я только кушаю, а у меня слезы, вот, видно, очищение шло. Слезы вот эти капают в суп. Я его ем, а у меня слезы туда. У меня был диагноз деформирующий артроз, я инвалид 2 группы. От батюшки выехала как балерина. У меня колени не сгибались на 90 градусов. И вдруг они у меня стали сгибаться, и я тут удивляюсь. Да, конечно, у меня все сейчас нормально. И какой у тебя каблук? Да, каблуки я ношу очень большие. Мне привозили таких больных, что просто уже все. То есть они уже настолько уставали от них, что, в общем, трупы привозили, как бы так вот. И что батюшка делал? Он просто о них молился. Он говорил: вот оставляйте ее и уезжайте. И вот он назначал людей, кто следили за этими людьми. Они приносили их на службу, а сами ходить люди не могли. Пример такой вот был парень. Матерь в нем даже боялась переуезжать, потом думает, куда деваться. Батюшка сказал: оставь и уезжай. И она уехала. И вот они его приносили. Первую неделю он просто лежал, он не мог стоять на службе. Потом, смотришь, какое-то время, неделю-две, он уже возле стенки сидит. Через уже недели еще 2, смотришь, он уже стоит. Врачи не могли ничего сделать, не понимали, что человек, а через месяц уже где-то даже больше, я смотрю, он же в огороде на послушании копает землю. То есть люди буквально из мертвых восставали. 95-й год был. Со здоровьем проблемы были там. Врачи сказали, 3, максимум 6 месяцев еще поживешь. Туберкулез. Тут с властями неприятности. Думаю, поеду, что погастролирую, то мое. Прыгнул в поезд, уехал. Проезжаю через Курск, думаю, выйду, посмотрю город. Только вышел, вот она, милиция. Стоять. Документы, куда едете. Первое, что в голову пришло, это монастырь. Никакой. Коренная или Рыльск. Я говорю: поподробнее. Они говорят: Коренная рядом, Рыльск подальше. Тот, который подальше, мне и надо. Помогли мне такси поймать, все, посадили. Я вот таким образом попал сюда. Вот. Я думаю, побуду, как что, и уеду. Как твоя встреча первая со старцем-инвалидом произошла? Это вообще чудо. Вот такая волна любви, человеколюбия, доброты. Прям вот окутала аж. Это, наверное, это называется благодать. Так, наверное, скорее всего. От него не хотелось уходить вообще никуда. Рядом хотелось все время присутствовать. И вот 2 недели так незаметно прошли. Я в душе думаю, ребенка дома оставила у матери, а я здесь сама. У меня в жизни все было хорошо, я поэтому не понимала, для чего мне все это нужно. Смиряться или еще что-то. И вот, кстати говоря, я, наверное, одна из первых, которая не смогла войти в храм. Я думала, какая разница, внутри храма я или снаружи. Я пойду стану под окном и буду там слушать, как батюшка вычитывает молитвы. Я встала, и вы не поверите, вот стена, которая была между нами, ее не существовало. Я такую благодать ощутила. Это не значит, что мне совсем там ничего не хотелось, я каких-то жизненных планов не строила. Конечно, строила, как любые люди. Я планировала снимать, я планировала свою жизнь каким-то образом. Не могу сказать, что прям выстраивала.
Вот. Ну, я никогда не думала о монашестве. Вообще для меня этой темы не существовало. Когда ты приняла решение уже окончательно принять монашество, как отреагировали на... Ну, как обычно, сошла с ума. Как это обычно бывает. Все, кто ее затянули. Это было то, что душа на самом деле ищет у любого человека. И еще не понимаю, что это все такое, но уже попробовав немножко на вкус, цвет и запах, я поняла, что вот я хочу здесь быть. Он меня еще спросил, а хочешь быть монахом? Я говорю, у меня другие планы на жизнь. Он говорит, ну, мое дело предложить, а там... Я говорю, да, я сам там как. Я где-то уже к тому времени месяц находился там. Естественно, возникло сильнейшее желание поскорее уехать. Хотя он меня не отпускал. Он говорит, нет, тебе лучше еще побыть. А я думаю, да что я здесь делаю? Меня друзья, подруги ждут там на море, а я здесь сижу. Что я делаю вообще? И какой-то такой внутренний бунт у меня начался. Через 2 года что-то внутри стало меняться. Я стал чаще об этом задумываться. Думаю, наверное, может, воля Божья на это. 5 лет в послушниках, а потом пришел к выводу, что да, надо идти этим путем. Так получилось, что я потеряла своего сына. Для меня это была такая трагедия, что мое сердце не справлялось с болью. Я в то время вообще не была воцерковленным человеком. И я увидела батюшку, он шел, у него подрясник узлом внизу был завязан. У меня к вам такой вопрос единственный. За что меня Бог наказывает? За что вот этот, он у меня забрал сына? А он говорит, не наказывает, а ведет. Бог хочет, чтобы ты создавала фонд и открывала монастыри в Осетии. Не смей никогда осуждать. Люби, люби его, люби. После 1917 года на территории Северной Осетии не осталось ни одного монастыря. Митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон Докукин стал первым русским епископом, который привез из Иерусалима в Россию благодатный огонь. Он никогда не виделся со старцем Ипполитом, но переписывался с ним и называл его святым человеком, знающим волю Божию. А потому с радостью поддержал благословение отца Ипполита на возрождение монашества в Осетии. Прошло больше 20 лет, и на пустом месте, на руинах, что здесь ты, моя старая подруга боевая, ты уже не Наташа, режиссер, ты игуменя. Наталья Багаева когда-то работала режиссером на телевидении во Владикавказе. От знакомых слышала, что осетины автобусами ездят за 1500 километров в Курскую область, в малоизвестный город Рыльск, к пожилому священнику. Решила разобраться, что их туда манит. Вместе с телеоператором она отправилась в Рыльский монастырь, чтобы взять интервью у отца Ипполита. Меня заинтересовал отец Ипполит, потому что мой друг уехал туда и 2 года там жил, стал казначеем монастыря, и я на него жутко ругалась, как потом на меня ругались. Что он там делает, бросил семью туда, вот. И он говорит, ну ты приезжай сама посмотри. Ну, а что просто так ехать, надо снимать. Мы собрали съемочную группу, и это было интересно, потому что толпы ездили из Осетии, просто осетин туда, возвращались с горящими глазами, другие. Причем от министров до бандитов. От министров до бандитов. И мы приехали туда, нас было 13 человек группа, и вот когда мы подъезжали, эти люди, они с мест повскакивали в автобусе. Рыльск, рай, знаешь. Когда мы вошли, ну что рай? Разрушенный монастырь. Я зашла к старцу и представилась, и сообщила ему о том, что я с региональной телекомпании хотела бы снять о нем фильм, и попросила его дать мне интервью. Я говорю, ну я там вопросы вам буду задавать, вы мне будете отвечать. Он говорит, я не умею разговаривать. Ну и как бы все, тупик. Так раздосадованная такая встала, думаю, да что ж такое, прозорливые говорили. Я уже хотела выходить, он меня остановил за руку и посмотрел на меня и говорит,
А ты знаешь, что ты монахиня? Ну, я разозлилась очень. Я говорю, вы откуда можете знать? Вы вообще зачем такие ярлыки на людей вешаете? Я вообще не по этому вопросу сюда. И, в общем, не даете интервью, до свидания. Через какое-то время пришла Наталья Федоровна Носова, глава фонда Успения, образованного по благословению батюшки. И стала так громко, активно. Она говорит, где здесь Наташа режиссер? Кто здесь Наташа режиссер? Стала обнимать меня, говорит, я только что от старца. Старец сказал, вы видели, к нам Иландская игуменя приехала. И так радуется, говорит, там Иландская игуменя. Я на нее смотрю и не понимаю, о чем она. Ну, игуменя у меня не было в моем лексиконе такого слова. Как здесь красиво, какие там горы, какие монастыри в горах. На горах, говорит, лежат облака, и ходишь по горам, яко по небу. Настолько вот эта вот Осетия, любимая батюшкина. Я говорю, батюшка, почему Осетия? А он говорит, благословенная земля Осетии, удел Матери Божией. Находясь на расстоянии 1500 километров, Ипполит Халин вернул к исконной вере предков добрый христианский народ, осетин. Основал далеко в горах, ни разу не побывав там, 2 монастыря, мужской в честь Успения Богородицы и женский Богоявленский, с точностью до километра, указав места будущего строительства этих обителей. Уже завершено возведение 3-го монастыря в горном поселке Кобан. Место его строительства также указал старец. Ну, ищи где-то там, где-то от вас километров 7, заброшенный дом отдыха. Там у вас будет и рыбка, и церквушечка, и домики. Приехала в первый год, 1500 человек мы крестили только. Они вошли прямо в озеро, и очень много... Стоя в озере, много часов крестили людей, от самых маленьких, там 7 дней ребенку было, и 83 года бабушке. И вот за этот короткий срок истории вот этих массовых крещений мы крестили там больше 7000 человек. В 2008 году произошла вот эта страшная война в Южной Осетии. И батюшка за много лет предвидел фактически это и поставил этот самый монастырь именно на той дороге, по которой из Южной Осетии, из осажденного, обстреливаемого Цхинвала ехали беженцы. И многие находили приют у тебя же, да? Ты же принимала. Мы пропустили очень многих людей через монастырь. Кому-то просто находили жилье, кому-то такси вызывали, кого-то кормили, кого-то лечили. А кроме прочего, у нас здесь прямо на территории проживало порядка 200 человек. Это мы брали в основном с малолетними детьми, потому что условия для малышей были получше, чем в палаточном лагере. А потом еще очень долго перевозили гуманитарную помощь. Ты неоднократно была во время боевых действий в Цхинвале сама, с сестрами. Да, с сестрами была, да. Я знаю, даже награда у тебя есть государственная за это. Есть. На небесах надо нам награду ждать. Первая встреча Аслана Теттоева с батюшкой Ипполитом произошла во сне. Ему явился пожилой священник, который предостерег и самого Аслана, и его родственника от праздной поездки в горы. Во сне седовласый старец явил ему картину. Огромные ледяные глыбы лавиной с грохотом неслись с вершин в ущелье. Когда проснулся, я посчитал, расценил это как какой-то кошмар. Я решился, выехал в Рыльск. И когда я подходил к храму, вдруг вышел старец. Я видел человека, которого я знаю. Это был батюшка Ипполит. Я направился к выходу. Старец меня окликнул и задал такой вопрос, который меня тоже очень удивил. Он спросил, ты не забыл помолиться про своего родственника? Вот. И я опять задумался и вспомнил что опять про вторую часть того сна, где он как раз-таки упоминал родственника, которому тоже не следует ехать в горы в ближайшее время. Я пытался его о чем-то спросить, он улыбнулся и, знаете, сказал так, успокоил, все будет нормально, мы тоже помолимся, иди.
Идите с миром. 20 сентября 2002 года я находился на службе, позвонил дежурный по МВД, сообщил о том, что сошел ледник. Очень большое количество людей тогда погибло. В эту же катастрофу попал Бодров и со своей группой, который тоже снимал фильм в тот момент в Осетии. Задолго до кончины отец Ипполит предсказал год своей смерти. 74 года проживу, и все. И все кончено. 74 года. Да ладно. Ну, и так и получилось. Отец Данил встречает меня, говорит: идите, батюшка срочно зовет. Я пошел к нему туда, в келью, поднимаюсь, он открывает дверь, запустил меня. А вот холодно в келью, прохлада там в коридорчике, а с него поту прям большими-большими каплями. Но предупредил, чтобы ты никому ничего не говорил. Да. И не надо, говорит, не дадут спокойно отойти, говорит, сейчас. В общем, попрощался со мной, проводил меня, и все, закрылся. И в тот же день, говорит, в кому впал, все, и тут больше всего не пришел, так и отошел к Господу. Факт, что попрощался с ним. Я его сейчас спросил, а ты, я говорю, куда сейчас? Вот, отойдешь как, что дальше будет? И в таком плане, тогда же ледник сошел в Осетии, где Бодров, погибли. И он как-то так сказал, что типа туда, молиться за них. За 3 года до кончины батюшка мне сказал, что он уйдет от нас, скоро уйдет. Я говорю, а куда? Он сказал мне, отец, под лед. И тогда до меня дошел смысл его слов. То есть он знал об этом, предсказывал это все, даже свою кончину предсказывал, понимаете. Мы хоронили его на день святителя Николая, 19 декабря, и играло солнце, радуги были по всему небу, хотя и мороз был крепкий, и прилетели стаи голубей. Огромные стаи голубей, и вокруг храмов, летали. При этом 3 круга сделали и улетели. И вы понимаете, людей было так много, и все чувствовали радость пасхальную, удивительно. У него была деятельная любовь, и эта любовь он делился со всеми приходящими. И, конечно же, эта любовь касалась всех тех, кому была направлена его молитва. И когда были ситуации неспокойные в мире, то бывало, что отец Ипполит закрывался в своей келье и сугубо молился, не выходя на трапезу и на общение, пока не закончится возникшая опасность. Например, так было, когда произошло вторжение войск в Ирак. Около недели батюшка не выходил из кельи и молился. И когда он вышел, и на лице была улыбка, мы поняли, что все закончится хорошо. Поэтому у нас есть пример, как мы должны деятельно осуществлять любовь. Мы должны осуществлять ее прежде всего через молитву за тех, кто в ней нуждается, ныне за наших воинов, за наш народ, за нашу страну. Батюшка, а воины часто приходят помолиться? Многие обращаются к вере в экстремальной ситуации. Не все имеют возможность приходить. Священники выезжают в части, но те, кто могут, те, кто свободны, они приходят в храм помолиться, причаститься святых христовых тайн. Да благословит тебя Господь, те начатки веры, которые есть у тебя в сердце, которые есть у ребят, чтобы они возгорались дальше, чтобы они возросли в пламя веры и в пламя любви к Богу. И это будет самым лучшим щитом от всех напастей вражьих, и духовных, и телесных. В любом случае, потому что путь воина только с верой лежит в сердце, в душе. Вы продолжаете служение в зоне боевых действий. Это подвиг? Мы не считаем, что это подвиг, мы считаем, что это наша обязанность, потому что это наша родная обитель, и мы по возможности должны находиться там, куда нас поставил перст Божий, где мы приняли свое служение. И с Божьей помощью, за молитву отца Ипполита и святых угодников Божьих, мы собираемся нести дальше этот духовный крест. Игуменя Ипполита Ильина, духовная дочь старца, настоятельница монастыря Казанской иконы Божьей Матери, что еще западнее Рыльска, в самом приграничье. Все эти беспокойные месяцы она укрывалась с Божьей помощью и молитвами старца Ипполита, уберегла монастырские святыни, иконы, писанные на Святой горе Афон. Приглашаем приехать в наши обители, потому что батюшка Ипполит говорил, что, матушки, будет столько людей идти в монастырь, что вы не сможете всех принимать.
Ну, может, это время и приближается, но дай Бог, чтобы была любовь, которую батюшка нам внушал и благословлял. Так что спаси всех, Господи. Вам тоже помощи Божией. Приезжайте почаще к нам помолиться. Батюшка Ипполит всегда мечтал побывать в Иерусалиме, но у него не было такой возможности. За моей спиной мы видим 2 серых купола храма Воскресения Христова или храма Гроба Господня, под сводами которого самая главная святыня христианского мира – 3-дневное ложе или гроб Христа. Я поклонюсь от имени батюшки Ипполита. Помолюсь о его вечном упокоении в небесном Иерусалиме, то есть в раю. После его смерти, прошло уже 20 лет, не иссякает людской поток в Рыльский монастырь к драгоценной могиле архимандрита Ипполита. Когда умирала святая блаженная старица Матрона Никонова, когда уходил от нас курский старец, батюшка Серафим Саровский, они говорили: вы после моей кончины приходите ко мне как к живому на могилку и рассказывайте мне свои беды, я буду видеть и слышать, и помогать вам. Вот именно сегодня это происходит в маленьком провинциальном городке Рыльске Курской области, в монастыре святителя Николая. И сегодня нам хочется сказать: батюшка Ипполит, помоги. Батюшка у нас золотой. Что не попросим, всегда он нам помогает. Всегда. Вот придем на могилочку, даже на фотографиях, попросим дома на фотографиях: батюшка Ипполит, услышь меня там, грешницу. Всегда чудо происходит. Да. Ты же понимаешь, в чем смысл всего этого. То есть у тебя есть цель, у тебя есть смысл. Цель у нас одна – спасение. То есть для православного человека цель одна – это спасение. Спасение души. То есть мы же верим, что со смертью жизнь не кончается. Мы верим всеобщее воскресение, естественно, после этого, после второго пришествия будет уже кто куда пойдет. Как бы так. Одни в один мир, другие в другой мир. Поэтому цель — это возвращение к Богу. Он очень рано от нас ушел. И мы были зеленые совершенно. Я думаю, что просто Господь его уже пожалел, потому что он нес неимоверный груз человеческих грехов и отмаливал то, что невозможно вообще, о чем невозможно говорить. И поэтому смерть его была неожиданной для всех, и утрата была очень болезненной. Ну, может быть, только через какое-то время мы стали понимать, что, уйдя на небо, он стал еще сильнее и во много раз ближе к нам.